Год назад нам всем пришлось принимать экстренные меры по изменению нашей жизни в условиях пандемии. Итоги этого непростого периода подведем в сегодняшней программе «По сути дела». Я Рустем Ахмадинуров. Здравствуйте. Восстанавливаемся мы медленно, постепенно и очень аккуратно. Я начал с 11 дня, закончил где-то уже я в 8 вечера. Лучше привиться, чем переболеть. Продуктовая помощь у нас оказывалась, волонтерская помощь, тимуровская помощь. В амбулаторном звене эта нагрузка выросла в десятки раз. Обращаются туда в основном остро нуждающиеся граждане. Мы должны привить 60% нашего населения. Сынок, ты хорошо подумал. Новая коронавирусная инфекция – это история длинная, поэтому надо набираться терпения и... Основная нагрузка пришлась на медицину. Врачи и сегодня продолжают бороться с коронавирусом. Беседуем с заместителем министра здравоохранения республики Ириной Кононовой. Ирина Вячеславовна, здравствуйте. Здравствуйте. Как вам удалось перестроить работу Минздрава и адекватно среагировать на эту угрозу? Во-первых, это история быстрая, то есть это такой блицкриг в некотором роде был. Во-вторых, это история очень гибких решений. Не было уже времени рассчитывать последствия. То есть мы брали, в общем-то, готовый инструментарий, который был в Российской Федерации. Мы смотрели опыт Москвы, мы практически все там пересмотрели работу и больницы коммунарки. И я подписалась почти на все социальные сети у Дениса Проценко. Да? То есть мы обменивались с коллегами, мы созванивались с регионами. Надо отдать должное, что при всем там административном ресурсе, который у нас был, нагрузка все равно оставалась очень большая. Ковид, в общем, и пандемия показала историю про то, как система работает, насколько у нее запас прочности, где тонко, да, и где нужно что-то вливать, куда-то там переставлять персонал, что-то переделывать и прочее. Давайте вспомним, сколько у нас было на момент, допустим, середины марта, сколько у нас было инфекционных коек? У нас одна больница была, республиканская клиническая инфекционная. Если я не ошибаюсь, 300 инфекционных коек это для Уфы, 300 в Аракибе, 500 для Уфы. И всего по республике с учетом инфекционных отделений около 800-900 коек было всего. 800-900. И сколько удалось нарастить в первую волну весной и во вторую волну? Самое большое количество коек вместе с провизорными госпиталями. Я говорю сейчас про инфекционные, которые под ковид, про провизорные, которые пневмонии без подтвержденного ковида. Кстати, и другие инфекции у нас присутствовали. И для инфекционных коек других инфекций, я говорю о кишечных инфекциях, о тех же детских инфекциях и так далее, это около 5000 коек. Решение президента страны о том, чтобы амбулаторные больные, которые в принципе могут лечиться на дому, могли получать бесплатные лекарства, сказалось на том, чтобы госпитализация сократилась. Мы начали с вами про койки, но я поймался на мысли, что, наверное, надо говорить не только о стационарах, не только о наших коллегах, которые возглавляют медицинские организации с круглосуточным наблюдением, но надо говорить о подразделениях амбулаторно-поликлинических, потому что там-то как раз в десятки раз выросла нагрузка. Если здесь мы говорим условно в 5 раз, в 5,5 раз, то в амбулаторном звене эта нагрузка выросла в десятки раз. И начиная с того, что мы не перестали болеть инфарктами, инсультами, сахарным диабетом. А мало того, население все постаралось попрятаться от посещения амбулаторно-поликлинических подразделений. Это было понятно, это были ограничительные мероприятия. То есть вся медицинская помощь переносилась на дом. Это вот как раз то самое тонкое звено, где мы понимали, что у нас никакого человеческого ресурса не хватает, и начали делить функционал на сестринский, врачебный, и выделили ту самую часть, когда можно обратную связь и телефонную линию делать без участия медицинского персонала. Главное, правильно алгоритмизировать. Вы можете сказать, что качество лечения амбулаторных больных, которые назначают врачи, оно в принципе не уступает по качеству стационарии? Тут еще одна история возникает. Дело в том, что это же
Пациенты сами покупали препараты до введения вот этих дополнительных средств. Покупали они по рекомендации не всегда медицинских работников. Это создало просто жестокий ажиотаж в аптечной сети, например, по антибиотикам. В последней версии антибиотики не рекомендуются, либо при профилактике, при наличии хронического заболевания. К сожалению, это еще мы увидим последствия. Да. И тем не менее, вот это вот лекарственное обеспечение в амбулаторном звене, оно позволило эти волнообразные течения ковида, да, вот эту первую волну подъема температуры, во-первых, нагрузку снизить на стационар, во-вторых, не довести до второй волны, то есть вот до второго подъема температуры. Да. И, конечно, тяжело дома и страшно. Я прекрасно понимаю пациентов, которые там оставались. Конечно, непонятно, вылечиваюсь я или нет, да, прошла неделя, а мне не легче. Мы же привыкли, что там, это же вирусная инфекция, она должна за 10 дней пройти. Нет, к сожалению, еще раз хочу сказать, что новая коронавирусная инфекция – это история длинная, поэтому надо набираться терпения и спокойно принимать все препараты, и спокойно долечиваться и потихонечку восстанавливаться. Когда объявили локдаун в конце марта прошлого года, и весь апрель мы практически сидели. Тогда был огромный шквал звонков на горячую линию Минздрава. Я помню, мы тогда с вами вместе открывали колл-центр нашей заботы. Расскажите вот об этой части работы, ведь именно вы обучали этих вот первых операторов и в колл-центре нашей заботы, и потом в антиковидном центре. Дело в том, что горячие линии разрывались все, да, и вы правы, и Минздравовская, и горячие линии скорой помощи начинали увеличиваться число вызовов, и поэтому было принято решение совместить эти две вещи, и, собственно, ковидная наша первая горячая линия, она была организована именно на базе скорой медицинской помощи. Я невероятно благодарна коллегам, которые в очень короткие сроки там сделали, организовали и подключились все, и замы, и IT, и технологии, и телефонии, и так далее. Но опять встал вопрос в ресурсе, в человеческом. И здесь, наверное, сошлось вот воедино там мой опыт работы в Москве, в Департаменте здравоохранения Москвы, и с написанием вот этих алгоритмов принятия решений, и опыт работы коллег здесь, именно работы на телефонной линии именно скорой помощи, то есть как идет звонок, где алгоритм принятия решения. И первые алгоритмы, у нас так вот, знаете, была стена в конференц-зале скорой помощи, и она просто была вся исписана листами, потому что мы просто, проводили вот эту цепочку, а если так, то такое решение, а если так, то такое решение. И потом в течение субботы и воскресенья по часу собирались руководители медицинских организаций, то есть мы одновременно учили и колл-центры поликлиник, чтобы в одинаковом формате мы работали, да, в каком случае они передают вызов на скорую, и базовых, или, как мы говорим, линейных руководителей скорой. Потом, опять же, с чувством глубокой благодарности к Башкирскому государственному медицинскому университету, к нашим колледжам у нас появились студенты, и это были первые наши сначала волонтеры, потом уже они устроились на работу и стали, в общем-то, кадровыми операторами колл-центра, и это их тоже первый рабочий опыт. Я помню отдел кадров, который говорил, столько трудовых книжек я не заводила разом никогда. Да? Потом уже были готовые скрипты, как мы говорим, да, короткие ответы и варианты ответов. И первую неделю приходилось их перерабатывать практически каждый день. Ну, а если говорить о поликлиническом звене, вы уже упомянули, что основная нагрузка в том числе была на них, то там ведь тоже горячие линии были свои, да ведь? Да, там были телефонные линии, и мы хотели, чтобы туда не поступали вопросы, а именно они работали на обратную связь. Да, вытащили сюда, чтобы освободить их именно вот этой работы. И потом, чтобы они активно прозванивали пациентов, предупреждая. То есть это такой замкнутый круг пытались, замкнутый цикл сделать. Где-то, кстати говоря, удалось, где-то в обе стороны телефонная линия продолжала работать, не хотели своих пациентов тоже потерять, можно понять. И управлять расписанием как-то надо было в этих условиях, потому что расписание полностью менялось. То сначала утренние часы для пожилых, то потом вторая половина дня, то для температурящих. То есть это вот постоянная вот эта вот гибкая история, под которую руководители структурных подразделений
медподразделений тоже достаточно быстро пришлось включаться и в ручном режиме уже на месте, на земле, как я говорю, отрабатывать с каждым пациентом. Про вакцинацию. Сегодня есть достаточное количество вакцин для того, чтобы можно было не ждать большую очередь? И есть ли очередь сейчас вообще Мы должны привить 60% нашего населения взрослых. в этом году? Да. Это национальный календарь прививок, это история обязательная, поэтому мы будем ее всячески распространять. Хочу сказать, что в организованных коллективах это должно быть больше, чем 60%, то есть это 75-80%, поэтому надо как бы для руководителей, наверное, наших предприятий, учреждений, организаций задуматься над тем, что 3 из 4 должны быть привиты. Почему люди боятся? Вот я вакцинировался, как у меня закончились антитела. Почему другие люди боятся? Как вы это объясняете? К вопросу про вакцину. Вакцина есть. То есть Вакцина есть? Да, она приходит в том порядке, в котором мы вакцинируемся. То есть принцип какой? 100 привил, 100 дадут. То есть вот 3-го к нам выехало еще 22 тысячи с чем-то и 6 с чем-то тысяч, ну там 6 тысяч, по-моему. То есть очереди практически нет? Очереди реальной нету, есть виртуальная. Эта вакцина все равно дойдет до всех, кто записался. То есть никто не будет покинут или лишен вакцины. Тем более, что мы продолжаем информационную политику, информационную историю, приглашаем активно на вакцинацию, пропагандируем это. Я буквально там неделю назад на другом канале говорила, что вот у меня в мае там истечет срок полугода после болезни, я вот пойду прививаться. Но оказалось все по-другому. Мне потребовалось сдать ПЦР, потребовалось сдать антитела, и оказалось, что у меня антитела упали. То есть я первый компонент ввела буквально вот в четверг. То есть вы раньше Да. время? Но, честно говоря... Чувствуете себя хорошо? Я буду объективно говорить. У меня все-таки поднялась температура до 37, потом, в общем, все относительно спокойно. Вот в инструкции описано это побочное явление, оно бывает. И, кстати говоря, бывает именно у молодых, либо с напряженным иммунитетом, и чаще встречается у тех, кто переболел. Вот как это ни странно. У тех, кто не болел, не встречался с вирусом, у кого нет антител и не было. И у пожилых это вот история ареактивная, то есть нету гиперреакции иммунитета. У родителей у меня вообще ничего не заметили. Они, Ну, да. у меня тоже, например, мама привилась совершенно спокойно. То есть, в принципе, предубеждение в этом плане, оно, мне кажется... Опаснее. Оно, мне кажется, не имеет оснований. Да, опаснее, чем... Вакцинируйтесь. Ну, еще одно предубеждение, с которым я сама столкнулась, это, слава богу, там, типа, надо переболеть уже и не бояться, там, и забыть об этом. Так вот, уважаемые наши зрители, лучше привиться, чем переболеть. Это вот мы наверное, вдвоем. Но те, кто переболел, тот это понимает тот лучше, это да. понимает, да. Потому что восстановление после болезни – это и дорого, и, к сожалению, долго. Последний случай, когда глава администрации одного из районов в республике ушел от нас именно от ковида, при этом он сначала пролечился, а потом вышел на работу. Да. С чем это связано? Это связано с тем, что его не долечили, или как вы объясните этот случай? Я когда про амбулаторное говорила, лекарственное обеспечение, я сказала, что есть схемы, которые доказанно снижают число осложнений, продлевают жизнь. А в этой схеме есть антикоагулянты, это препараты, которые разжижают кровь. Вот сейчас, например, в той же Москве, да, мои коллеги, то есть они с профилактической целью продолжают принимать антикоагулянты, даже те, кто не болел. Здесь история про механизм самого вируса, он не вызывает отека в классическом смысле. Он поражает сосуды, свертывает кровь, вызывает тромбозы. Вопрос идет о механизме последствий этой гиперреакции. То есть вот то, что мы реагируем на вирус, это иммунная реакция, и то, что некоторые пациенты уходят в так называемый цитокиновый шторм, это гиперреакция на вирус. И вот последствия этой гиперреакции – это как раз повышенная свертываемость крови и развитие фатальных тромботических осложнений. Можно ли было это избежать, или это фатальный случай? Да, история не знает слагательных наклонений, но абсолютно точно это нужно находиться на листке нетрудоспособности, не надо выходить на работу. Это я тоже уже опять скажу по себе, чтобы там я сделала. Я бы не выходила на работу на следующий день после выписки из стационара, на самом деле.
Второе, это нужно продолжать принимать препараты, антикоагулянты малыми дозами, переходить на антиагреганты, на тот же там, ацетилсалициловую кислоту или аспирин, да, малыми дозами, пить большое количество жидкости. То есть не нужно испытывать иллюзию, что от того, что вас выписали из стационара или выписали с амбулаторного лечения, или даже закрыли больничный лист, вы здоровы, к сожалению, это иллюзия, которая тоже очень очень дорого обходится, скажем, нашему здоровью, нашим людям. Поэтому восстанавливаемся мы медленно, постепенно и очень аккуратно. Ваши пожелания для наших телезрителей, что бы вы рекомендовали? Здоровье – это, согласно заключению Всемирной организации здравоохранения, это физическое, психическое и социальное благополучие. И для того, чтобы быть здоровым, надо, чтобы все три компонента сошлись, и человек себя ощущал еще здоровым. А вот быть счастливым легко, достаточно себе сделать такую установку. Поэтому давайте начнем с легкого, будем счастливыми, и к этому обязательно присоединится здоровье. Это была Ирина Вячеславовна, ее рекомендация здоровья, ее рецепт здоровья. Сделать себе установку быть счастливым. Вы смотрите программу «По сути дела», и мы продолжаем разговор о пандемии. Год назад в республике был создан региональный волонтерский центр «Наша забота». Сегодня в гостях у нас координатор колл-центра Гульфия Рамазанова и автоволонтер Альфит Нигаматьянов. Здравствуйте, Рустем Маратович. Гульфия, у нас практически год прошел с момента того, как колл-центр «Наша забота» начал работать по поддержке граждан в условиях пандемии. Расскажите, как вы сами пришли в колл-центр «Наша забота» и кто работает в колл-центре? Республиканский колл-центр «Наша забота» 23 марта отмечал годовщину. Начиналось все с того, что у меня была сессия, я учусь в Институте права, и буквально вот последний день сессии, это было 21 марта, и на следующий день, 22 я уже выхожу на обучение оперативно, чтобы открыть единый колл-центр по противодействию распространению коронавирусной инфекции на территории Республики Башкортостан. А сколько было звонков в пиковое время, в апреле, допустим, прошлого года? В общем, где-то за 3 месяца было принято 87 тысяч звонков. Как вы разделили работу между колл-центром «Наша забота» и антиковидным центром, который работает у нас в Конгресс-холле? Антиковидный центр, он взял на себя нагрузку, конечно, по именно медицинским вопросам. Также к нам обращаются люди по этим вопросам. Мы сразу же передаем телефон антиковидного центра. У нас есть взаимодействие с антиковидным центром по CRM-системе. Что это за CRM-система? Мы разработали уникальную программу «Карта заботы». Она автоматизирует процесс именно звонка, обработки и в дальнейшем получения помощи. Кто туда может обратиться? Обращаются туда в основном остро нуждающиеся граждане, которые находятся в особо трудной жизненной ситуации. Мы их вводим в реестр благополучателя. Сейчас это где-то 10,5 тысяч граждан. Есть у нас напоминания, то есть, например, участники Великой Отечественной войны, у нас каждый месяц появляется окошечко напоминания, что нужно прозвонить этого гражданина, жив ли здоров, нужна ли ему какая-то волонтерская помощь. Какую помощь ветеранам, участникам войны оказывается? Продуктовая помощь у нас оказывалась, волонтерская помощь, тимуровская помощь. Я знаю, что буквально в прошлом месяце мы потеряли одного из волонтеров Чешминского района, Радика Асфандиярова. Какую-то заботу, какую-то помощь его семье вы оказали? У него осталось 2 маленьких детей. Мы включили его в карту заботы. Во-первых, его семью. У него осталось 2 несовершеннолетних детей. Оказали от регионального исполкома партии «Единая Россия» материальную помощь в размере 50 тысяч рублей. Приобрели для них новую стиральную машину для семьи. И в дальнейшем планируем оказывать помощь, все, что потребуется, а также помогаем в оформлении документов, чтобы получить единовременную выплату в размере 250 тысяч. Какие наиболее характерные вопросы, которые обращаются к вам сегодня? У нас сейчас все направлено на адресно-социальную помощь. То есть тут продуктовая помощь, волонтерская помощь, то есть там тимуровская помощь. Также мы сейчас открыли проект «Доброделы». Что это за проект? «Доброделы» направлен
на улучшение комфорта бытовых условий. А какой у вас телефон? 8 800 201 89 03. Если вам трудно, звоните в нашу заботу. И в центре «Наша забота» работает много неравнодушных людей. Один из них – Альфит Нигаматьянов. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы ветеран боевых действий. Почему вы решили вступить в центр «Наша забота» и оказывать помощь другим людям? Ну, скорее всего, это связано с моими родителями. Мне очень сильно повезло с родителями. Мама была у меня учительницей, работала. И всегда при воспитании, я помню ее слова, всегда быть добрым, отзывчивым, помогать по силе возможностей и по знаниям, кто обращается за помощью. В это, наверное, въелось, и когда уже начала пандемия, так как я уже с 2012 года работаю в общественной организации ветеранов боевых действий, помогаю ветеранам, инвалидам, также детям-сиротам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Здесь я никак не мог остаться на стороне. Услышав, узнав это, конечно, зарегистрировался и начал работать, помогать, оказывать содействие. Сколько вы совершили выездов, поездок? Насколько я понимаю, вы один из самых активных автоволонтеров. На сегодня вот я как финансист-юрист, я приучен вести статистический учет, законность, порядок. И в волонтерстве у меня, конечно, это не исключение. Я веду свою архивную статистику, и на сегодняшний день у меня 78 выполненных заявок. Скажите, как это происходит? Вот как происходит заявка и ваша помощь конкретному гражданину? У нас вот есть чат автоволонтера «Единой России». Нас туда зарегистрировали по звонку, когда мы изъявили желание вступить в ряды автоволонтеров. И туда поступают заявки от наших граждан. И по мере возможности, кто свободен, берет, мы отмечаем «забрал» и непосредственно выезжаем на место. Туда, насколько я понимаю, обращаются именно нуждающиеся граждане. Мы берем заявку, заявитель указывает, что нужно и где. Мы едем туда, берем, довозим до заявителя. И, конечно, мы за это деньги не берем. Это абсолютно бесплатно, бескорыстно. Есть какие-то, ну, скажем, там, любимые или какие-то постоянные клиенты? Или все-таки это разные люди? Все-таки разные люди всегда, но есть такие моменты, когда приходишь, они говорят: можно мы ваш телефон запишем, и мы лично будем звонить. У меня есть такие подшефные, скажем так, бабушка с дедушкой, один инвалид, одна уже в пожилом возрасте, 84 года. Вот. Они непосредственно мне звонят, я уже без заявки отрабатываю их просьбы. Выезжаю, набираю, что нужно. Где скидка, они говорят, вот в тот момент меня подправляет, направляет туда. Ну, здорово работать с ними. Если говорить о лекарствах, бывает ли, что вы выполняете заявки ковидным больным? У меня таких не было, но я один раз проработал заявку. Это было в день 16 адресатов. Это было что-то. Поликлиники сказали, что сегодня нужно закончить, потому что эти лекарства жизненной необходимости. Я начал с 11 дня. Закончил где-то уже я в 8 вечера. По разным адресам уже непосредственно приходилось, так я служил в разведке, смотреть карту и останавливаться на машине там, где я могу большинство адресатов пройти и минимальные затраты шагов. Все-таки с этой вот коробкой это интересно, такие моменты были. Альфит, у вас здесь награды. Расскажите, за что вы их получили? Ну, мне по долгу службы, еще будучи студентом Уфимского финансово-экономического колледжа, в связи с столкнувшимся терроризмом Российской Федерации, я принял решение на 3-м курсе отказаться от предоставленной отсрочки, досрочно защитить диплом и призваться в армию. Помню слова военкома полковника Исхакова того времени Советского района города Уфы. Сынок, ты хорошо подумал. Вот, когда сказал, что происходит, знаешь, а как ты направляем у тебя воздушно-десантные войска, у тебя будет заброска на Кавказ.
Я сказал, готов. Решение принято для того, чтобы защищать свою страну от терроризма. В одном из боев я получил контузию головы, которая на сегодняшний день вследствие последствия, она определяется как инвалид войны. Вот, за те боевые заслуги есть медаль Минобороны укрепления боевого содружества. Далее уже непосредственно здесь в общественной организации. Это тоже, я считаю, очень из моих заслуженных наград. Это медаль Минобороны за заслуги в увековечении погибших защитников Отечества. Проработались по ветеранам Великой Отечественной, по воинским захоронениям, также за участие в боевых действиях, за службу на Кавказе и ветеран боевых действий. Спасибо вам за заботу о наших ветеранах и наших гражданах. Это был Альфит Нигматьянов, автоволонтер, совершивший 78 поездок на своем автомобиле, помогающий бескорыстно людям. Спасибо огромное. Вам здоровья, берегите себя. Рад, что пригласили. Спасибо. Я также призываю вас беречь себя. Защититься от коронавируса поможет вакцинация. Лично я сделал прививку. Впереди наш традиционный блиц. Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире. Какие люди вас больше всего восхищают? Врачи. Успешные. Откровенные, чистой душою, У вас есть девиз по жизни? только вперед. Нет задач невыполнимых. У Бога нет других рук, кроме ваших. Что делает тебя счастливым? Помощь людям. Крепкое здоровье моих родных и близких. Ну, наверное, осознание, что жизнь, она вот сейчас. Вот она сейчас, мы с вами сидим, вот она, жизнь. Спасибо.